В этом году объявлен годом матери. И вот мы сегодня решили по этому случаю упомянуть имя одной из самых великих, почитаемых матерей нашей республики. Это Феврония Малкина из Таттинского улуса, которая вырастила 5 сыновей, и эти 5 сыновей все ушли на фронт. И, как ни печально, они с самого начала войны попали в такое пекло, и они все погибли на этой войне. Из них были не только рядовые солдаты, но были и офицеры. Один из них врач. Поэтому они вообще были готовы к этой войне, подготовленными, образованными людьми. И очень жаль, что вот так получилось. Но республика достойно отметила вот этот подвиг матери, подвиг ее сыновей. И были установлены памятники, памятные из тела. И вообще очень много таких мероприятий по этому поводу провели. И вот сейчас такое сложное время, матери нового времени тоже они попали в подобную и острую ситуацию, когда они ждут своих сыновей, провожают своих сыновей на войну. И некоторые матери так и не дождались своих сыновей. И поэтому нынче особенно важно думать об этом, говорить об этом. Спасибо. Памяти матерям, солдатским матерям, миллионы матерей отдали самое дорогое своих детей, своих сыновей во время Великой Отечественной войны ради защиты, спасения нашей Родины. Материнский подвиг – это подвиг самого народа, самой Родины, людей разной национальности. И одна из них – Феврония Никитична Малкина, якутская мать-героиня, чьи сыновья погибли, отдав жизнь в боях за Отечество. Она родом из Таттинского улуса. Пожалуйста, фото Малкина и сыновей. Село Усть-Таты. Вот я вам покажу его портрет. Это Феврония Никитична Николаевна Малкина. Это благодатная Таттинская земля, родина великого Алёнского, Кулаковского. Мать-земля подарила ей 20 детей, но из них выжило 7, 2 дочери и 5 сыновей. Она прожила счастливо и своих 90 лет, всего 16, когда дети и любимый супруг были живы и здоровы. Вот вы видите фотографии ее детей. Старший сын Алексей родился в 1915 году. С детства он был страстно влюблен в просторы тайги, любил ходить на охоту, связал жизнь с пушным промыслом, получил звание отличного охотника республики, был премирован именными часами. А другой сын,
тоже Алексей окончил Якутскую фельдшерско-акушерскую школу, заведовал Устатинским медпунктом, потом районным отделом здравоохранения. А в 1938 году уехал учиться в Томский медицинский институт. Третий сын, Спиридон, 1918 года рождения, окончил Якутский сельскохозяйственный техникум, стал зоотехником, но пришлось работать недолго, поступил в военную школу. Четвертый сын, Петр, как и старший брат, стал охотником. Пятый сын, самый младший Василий, стал фельдшером. Две дочери, две Марии вышли замуж. Наступил 1940 год. Началась война с белопилями. Алексей-младший, студент Томского медицинского института, ушел добровольцем на фронт. Участвовал как военный врач в прорыве линии Маннергейма и в самый последний день войны, спасая жизнь раненому бойцу, был тяжело ранен и умер в Томском госпитале 9 апреля 1940 года. Кто измерит горе матери? Она хранила ранее своих малолетних детей на родной земле своими руками. Но сын погиб на чужой стороне, не на земле предков, и она не смогла его похоронить. Осенью этого года настигла еще одна беда. Трагически скончался глава семьи, муж Февронии Егор Петрович Малкин. Теперь все нелегкое хозяйство в колхозе легли на хрупкие плечи Февронии Никитичны. Она надеялась на своих сыновей. Сейчас Терентий Копылаев и Сидор Неустроев тоже оказались хорошими работниками. Но началась война. Великая Отечественная. Ушли на фронт все сыновья и зятья. И в большой семье Малкиных остались одни женщины и малые дети. Это, представляете, те военные годы, когда все пришлось делать самим. Делать дрова и делать очень тяжелую работу и работать все для фронта. И вот потянулись дни ожидания весточки с фронта. Она иногда получала от них весточки и умоляла почтальона прочитать ей. Тоже она не умела читать. Когда она слушала строки, написанные ее любимыми сыновьями, перед глазами вставали они, она слушала их родные голоса. Но последнее письмо от младшего Василия мать получила еще в октябре 1942 года. Он писал, что едет на фронт, что до Москвы осталось 100 километров. После этого письма перестали приходить. Почти 2 месяца она не получала от них встречи. Не знала о судьбе своих сыновей. Но любящее сердце матери всегда надеется и верит, и ждет, даже когда тебе скажут, что он погиб, пропал без вести. Так она устроила наши мамы, наши дорогие любимые мамы. А потом она узнала: я не помню, ничего не помню. Эти бумажки стали приходить еще зимой. Снег только-только выпал, а я их получила 2. Желтоватая такая бумажка, и напечатано на ней что-то. Думала, весточка от кого-то из сыновей. Через несколько дней нашла вторую бумажку. Смотрю, уж очень похоже, а прочитать было некому. Я детей моих дорогих только растила, представляла. Мне не виделось, что их уже нет. Почти через месяц она получила еще 2 извещения. Погибло 4 Малкиных. Алексей-младший погиб в 1940 году в борьбе с белопилями. Алексей-старший, Петр, Василий пропали без вести в конце 1942 года. Остался один Спиридон,
лейтенант, заместитель командира 8-й стрелковой роты 889-го полка 189-й дивизии. Так она похоронила всех своих сыновей, но все-таки верила и надеялась, что они придут. Но время шло, и она продолжала надеялась, что они в конце концов вернутся. Она очень много работала, ей приходилось все делать самой. Она делала варежки, выделывала шкуры, и все ждала, смотрела, выходила на косогор, сохранились воспоминания современников ее. Они говорили, что она выходила на косогор и всматривалась вдаль, ждала своих сыновей. Но, к сожалению, они так и не вернулись. Прошло время, год, пожалуйста, фото и следующую фотографию. Пришло время, пришла война, шли такие радостные дни, когда стали возвращаться в селение и другие сыновья, чьи матери, которые проводили их на войну. А тяжелые дни войны, они пролетели, конечно, было очень тяжело, очень было много страданий, горя. Вы представляете себе, что во время войны какое это было тяжело, все было подчинено одному – тылу, все для фронта и все для победы. Тылу, как трудились наши матери, наши бабушки, прабабушки, наши дорогие ветераны, и среди них Анна Антоновна Малкина. И вот миновали дни такие суровые, и пришло окончание войны, долгожданные дни победы. И она, как всякая мать, решила поехать и поклониться праху своих сыновей на месте, там, где они погибли. Была целая делегация, которая приехала вторую улицу и другие места. И вот вы видите перед вами фото на кладбище. Это Пискаровское кладбище, и она вместе со своими родными как бы мысленно рассказывала ему о своей жизни, о погибших братьях. Она говорила о том, что как она их ждала, сколько слез выплакала. Она вспоминала их жизнь. И об этом я хотела вам показать книгу, это книга Ивана Гоголя. Он написал об этом свое произведение, которое называется «Колокол добра». Это произведение как бы обобщающий образ матерей, чьи сыновья не вернулись с фронта с войны отечественной. И он называет их вот героями, типично, да, конкретно это обобщающий образ. Здесь ее образ, он автор, поэт, он выступает здесь сам как действующее лицо и рассказывает о трагедии минувшей. Мать родимая, он называет ее родимой, это якутская старая мать, потерявшая в Великой Отечественной войне своих сыновей. Как вы ее внучка, потеряв старших 5 сыновей матери. Это младшие братья. Это такая старая сынок, это такие, которые там. Тут присутствуют такие вселенские поэтические образы. Это старый солдат, обобщающий образ ветеранов, воинов Великой Отечественной войны, защищавших Отечество, Матерь Солнце, Матерь Луна и кровавый дух войны Ильгиз, и сам поэт. В этом произведении поэт рассказывает о трагедии, которая произошла с матерью. Мать приходит на косогор, и во время, когда светит луна, все погружается в тишину, в печаль,
Она рассказывает о своей жизни, о своих сыновьях, о нашей матери, вспоминает их детство, вспоминает их жизнь счастливую. И вся природа как бы застыла и слушает их. И вот на Пескаровском кладбище она приходит на могилу своего сына, братская могила, там среди уже похороненные многие неизвестные солдаты. И она рассказывает своему сыну о том, как она жила, о том, как она видела, что он вернется. Но жизнь о своих погибших братьев, но жизнь продолжается. Дети сестер выросли, теперь она уже прабабушка. И она как бы говорит ему: сынок, я тебя ждала, твои братья тоже погибли. Но вот жизнь продолжается. Я не думала, не догадалась, что доживу до такой жизни. Она принесла горсть земли на его могилу, зная, что больше не придется поклониться его праху. Теперь это делают ее внуки и правнуки. Рябцев написал стихотворение об этой поездке о Егоре Малкина. Оно называется «Гражданка древнего града». В глазах дорогих матерей, как пламя, что время лелеет, в сердцах благородных людей, в цветах Пескаровской аллеи, страданием сильных сильна, как русской земли ярославная, якутская мать Малкина, Феврония Никитична. После этой поездки Феврония Никитична прожила еще 8 лет на радость своим внукам и правнукам, новому поколению. Пожалуйста, другой поток. Вот это вы видите, как ее встречали в Старой Руси. Она встречалась с многими известными людьми, с русскими матерями. Они не знали языка друг друга, они не знали якутского, русские матеря. Она не знала. Но они понимали друг друга сердцем. Они поняли друг друга и много успели сказать. И там, именно в Старой Руси, они назвали ее «Святая Мать Победы». И зал, когда она вошла, приветствовал ее стоя. Это была очень памятная поездка, которая запомнилась на всю жизнь. После этого она прожила еще 8 лет на радость своим внукам и много встречалась со школьниками, с общественностью. Они много писали, говорили. Она скончалась в апреле 1978 года. Ее похоронили со всеми почестями у обелиска Славы, рядом с мраморными плитами, где высечены имена 5 сыновей. Благодарные земляки, родные и близкие поставили ей памятник. Пожалуйста, покажите памятник. Памятник Малгино-Катинскому Руси построенный в 2005 году. Это Пескаревское кладбище. Вот вы сейчас видите ее близкие. Следующий год, пожалуйста. Построенный в 2005 году жителем Байкинского наследия. Он сделал по проекту Бориса Неустроева Мандара Уса. Памятник установлен на Косогоре, где она выходила, ждала своих сыновей, всматриваясь вдаль. Он установлен у въезда в село Тавтон. Но память о ней жива. Они пишут книги, стихи, ставят спектакли, слагают песни. И вот слово предоставляется Валентине Афанасьевне Викимец, заслуженной артистке республики, режиссеру, которая поставила спектакль
Святая Мать Театра юного зрителя в честь 50-летия Победы. Пожалуйста. Pikir kayaknya, pikir omongan, ulangan John. Dia maksa dapat tubuh pikir total di interior, dia akan untuk tidak berterima. Kalau kita akan dihidup dengan interi dan tidak berterima, bentuk yang kembali. Bu, saya mau kobras dan saya mana ibadah boros sulit betul, antara Kini bola, bu kini asyik kis, warna kalender lelaki. Ini kan bola bu dokumentasi yang sudah jadi musuh bola, ini bola. Bukan para bu payah dramatis sekali. Otot teater teater kamu bakaran bu surya dan kira Washington, otot bu spektakel dari turun orang. Spektakel dari dokter kaitan terhadap sumber daya bu kayak ini bola. Mana kulubra bermaksud dari kulubra yang itu adalah bermutu keseluruhan kulur terlihat hasil sesuai dengan mana area. Jadi biasa ayat sudah kulubra. Ya, di sini mana uang biasa lah, ini yang sudah bola sudah, opsi ada jadi keluarga untuk toleransi sangat sedikit beda dengan ini di sini ibadah sahaja. Atau keseluruhan saja untuk memiliki kisah yang terturut di dia sudah hidup untuk negara. Waktu ini perlu kalau negara bukan negara yang terbang di diri kita lah dokter. Jadi pun jadi dia waktu bahasa bahasa keseluruhan saja untuk mengenai dia kobras yang payah membaca bola. Kalau tangan dia begini dia sudah mengeluarkan terus nah saya ini mana ular betul dia begitu sudah sedikit orang kadang barang menjauh begitu karena sejak orang mau kita ulun jahat ini orang mantan wilayah tidak barang kejutan mana orang konsepnya polisi yang patut suruh betul. Maya makanya kini teruskan tuh kalau bicara itu dola istiqlal mungkin kalau dari itu atau dola terus sudah masuk ke dalamnya atau bola terus kayak sangat terkenal di dokter bola ayam itu dia Tuhan anda untuk kalau video bola sangat penting ya itu untuk bola musik seluruh betul di sistem karena orang yang sering dia kamera fokus kalau itu tuh betul foto tahanan kini Andrei Androsov Milani Stari kini kita bayang orang berpikir jadi tata udah apa kini ini jadi dalam horibun jangan tahu kini tuh sebenarnya di sistem satu ini dari yang dari Kristen kini kan akan tuh orang dalam lalu bahkan beli macam itu dalam lambut mungkin musuh sering betul ini kan berubah dan kalau kita sebut pola untuk mengenal kultur kita kalau masuk dalam kategori betul untuk ini bagaimana itu ini istilah itu dia yang ketika ini mana asli negara apa saja Wasilah teater sudah sering kita turun teater terkenal betul betul istilah ya, orang beri doa istri orang menaruh dan bilangkan doa untuk terus selama kita kalau ketaatan menjadi kita yang orang tahan terdekat melanda Alexandri menurut bagian sangat teater nomor servis kan jadi kita nomor kata Alexandri menurut arah yang aku jadi orang arah dari kini bentuk tubuh itu jelas begitu mungkin kalau berarti kerja terkait hukum tangan kehidupan yang tetap baik dia karena hadir di dalam badan ini sangat singkat mahal berdiri di dalam badan pas begitu mustahil yang berada atau kecil mau kita coba dan berharap sangat yang Kayak takut orang takut ketahanan, Kristen, itu tuh kekawan termana, soalnya dari itu bicara buat dia dan dia kini punya dia Kristen. Orang Kristen deh, tak waktu mana bukan tuh kan, sekolah lagi itu untuk mana bayar dia untuk bayar,
Оларда болғанда биһиги бу иннигер Иван Алексеев естерәгән куанта сагылды. Бүген акваприлар кабар, онда сагы битәгәр булды 2 туристлар килде. Туристларга башлый. Токта клавишага тиен турар ди. Ана иярә китеп токта турар бит тоталар. Инде памятника хидроникана сүгүргә турара онда киле ноло ана кохалар сага тарасып келеди спектакльгә килде. Onun kayarlarına bu spektakleri görevlilerin gelip ıvıraktım bakarım. Onun da çok yaptı. O da bir gün olanlar bilgi eyvah atıyor. Bakın da yok ki. Kerana bunda tantanma. Şey. Sama menunjukkan pemerintahan kita tersebut. Bukti sama kalah ini belen dia pada kita kita. Mau kita beda kok. Aleykümselam. Anda hamdülillah. Bır arbulah hatırda. Ki aymak partedana. Buranlar satatılının duydan kırpıttı. Dedağını dolumun gülüne aldanın. Dolup tuttuğutti. Ama tuğ atta kanlı beyler ayналғанlar күнді тәжіргеле демнеге тардығы қол құрдық қолы бары. Ие барақсан елінен сүрәғар. Айнат қалтан айылан өз күнге аңырақ ие сүрәғар. Бұл күн сарданатынан күлбіт еді. Ырастық күндер біз жүгәбіктірінен қысқы сұлықтатырмын сұлған ылғын. Ол ел құтылу қалланың жерген құстықтан да ереккес жетті ебі ие сүрәға. Саулар сатабуай чағылғанын келбеліктен дағаны келе ебі ие сүрәға. Аңдойдым аралыяр жерген ақ тастарына ғарда кыданақ дебет ие сүрәға. Eliyene ebebi жалқылар баллара Eyye kadağanı emsinler Emizge bu seni Devgene büde Etinne sadatlık sağda sürüde Korkuttan muha ehli durbu kut Kotullah, boksullah, bola tutukluk kut Kırkırın sakalar bor uyar boğunan Kıydarım esteri kıdaslar boğunan Öyle büyüklerler sarkını saysın Yurgunlu, halukluk, kıyını ansın Aliye daydım, kanından utan, atıyakta kukurduk jalkıyda, kara korondan, ehek burondan, kolorup gelen ıtıya turda, soğuduk iye jağın tuğgar, seri ürdüger kim boru ühel, sorumunu bılıktığı kalıtan, siyeme gösteri yünney tehinney, elerten tellen tören, gençeri çapı düzgünün, ağadaydım, estağfurullah eren, ağalım ki haymak kestilim,
Östüktür sirkene sillim. İye karağın uğutunan kıran yetenle ayını bugün dedim. O gülüde, o vaktiyonlara, o battağı östüğü çağıt yağa, cahtar süreğin, itiği taptalın, inleri tarbiye dilliden akan. Minkühüm sırdık, minkühüm, Allah, minkühüm, kıyı sırdık sirdi, minkühüm, kiri ayırmamca. Kallarpın, hünni sürdabıt, uhu yağın, gömüstüyüz, biz, vallahi, silaha büyütün, gömüsken uğdun, kırmızı tutsamın, beni. Yettim. İhelek tılgın, ıtık alkısı. Öberelesteyek bir örgühüm, öz sas otunan tığınım. Sirürdüm, sülühün sabah sürele, otoy tık. İyi, üçügeyi, yukarı ottu oğal asmar kiyreli. Köy ve hepten köregeyi üretim isterim. Taatlarım talpalak yengin, taptığı kanıdı. Dardığı kömüsirelerin kırı kırsıdı. İyi, bu seri sosta otugar, ikkili salkalan kırpeti. Sizin östüğün kıyır tuğgar sürekler öz sas ota öspeti. İtağı iyi. Toktubut kıyıkan, iti törünün iti soğuttan iyi müddüger sebekki tıldı. Kök selen bolan kögeye kamsan, kırır kasserin aksına aytıldığım. Kıyı kendikten küneni, köreğin taksanın aykaldı. İyi. Atakağa kiilenihen ingnibit kurduk oktan tüspüt. Sirdiğin kallaan mühün tüöre erkiyen saba tühenererin kırdık. İyi sir. Çok sümkeriyete kıran. Sinne, kılgan karak park köhünne. Alamay künne akıyor kallaan küden buronu kıyıha birin. Kırıkta öste, kıyakan örgöste, kırgız ığığınız pıdaka. Sirbitçel diyer sine köyögen, sicin maygını doları ığa. Ay bardığım sanan ağından kirbidi. Argahın tohuda. Öhüsü diyer öne döydüğü günler. Oksu hasıl canaktır ığıdı. İyi. Rahatlamaydı. Yetti beni. Duyumun haydınız balak buronla. Oksuhu, harmayı vatta mı gene? Okson kaldırdım anı sabatı. Oyukta sıldır sülüyöktün bulcan. Ottığını sütüldük karıydı. İlki karaktın satıda salar. İki kere. Ödükte kuydu. Görün östüktü. Kıyıydı huga. Kömür süreğim kүйhar kutatın. Vakka tüttühar. Umayan taksa. Ulu kıyıydı huga. Oktalı.
Ye. Gıyı fotoğraf yönetim bilenlik. Kırmızının dönmemiz. Yehe serebun namur bir kutarga sınırı geldi. Kötü durar. Kırıcıya gün taksir teri noktan oldu. Sarsırda konulan kutartan taksan kararan gösterdiğine vardı. Wanca Filistin kutar gössen vudu katsa soğaz tuttu. Üstüne kuduktan ölürüyle doğuttuğun niyete ömür boğdur. Doğru ettik tuzun doğru taktan boru umuhmay kokkuda. Yeke utanı soğanı komartı var. Yürü. Yani bırakıp yerine. Tahtada bunları tercih. Yok konuşun yok arkadaşım. Sana anlatacağım. Sürekli mi? Sevdim duyduğumdan bittim. Sağır amanım. Yürüdüm değilim. Sağlıkta biraz soğuk oldu. Ona da vardı. Vakit artık bu. Ona da sasta. Anbasta. Onu barışın, sana da kurtar.